Температура, одышка, общая слабость организма. Симптомы все те же, вирус все тот же. Пациенты ковидного госпиталя Малгобекской ЦРБ абсолютно разных возрастов лежат по палатам. У каждого вирус протекает индивидуально. Некоторые без кислородной трубки не могут сделать лишний глоток воздуха. Другие лежат в реанимационной. И все они борются за жизнь. Врачи и рады бы поскорее выписать пациентов из инфекционного, только вот вынуждены констатировать, отступать ковид не собирается. Ежедневно увеличиваются поступления больных, так госпиталь только за последние сутки пополнили 10 человек. Сейчас на стационарном лечении здесь находится 124 больных. Ковидный госпиталь у нас работает с августа месяца. Из-за того, что идет огромное количество больных, поступающих, зараженных вирусной инфекцией, нас расширили, дали нам этот корпус под ковидный госпиталь развернут. Отделение перепрофилировано, подведен кислород, развернуто на 180 коек. В настоящее время находится на лечении 124 пациента. Из них 68 человек сейчас в данное время нуждающихся в кислороде получают кислород. Реанимация развернута для тяжелых больных на 18 коек. В настоящее время там находится 11 больных. Некоторые пациенты, по их же словам, попали сюда после посещения траурных мероприятий и свадебных торжеств. Ко всем рекомендациям врачей и сотрудников Роспотребнадзора относились скептически. В отличие от самосознания граждан, вирус не дремлет. Это становится ясно, когда состояние начинает ухудшаться с каждым днем. Może последний момент температура легкий эйна. Если он дошло с крейсом, то очануаться nach Angaben noch produzieren. Больница очануха нохо метеорат. В ковидном госпитале для больных развернуто 180 коек, 20 мест для реанимационных больных. С лекарственным обеспечением проблем нет. Только вот при всем этом врачи беспокоятся, как бы ковид не начал бить новый антирекорд. Коллективный иммунитет в этом деле – лучшее оружие. Если будет сформирован коллективный иммунитет, то есть если будет большинство людей получат прививки, может быть, эта болезнь как-то и отступит уже, как многие другие инфекционные болезни, которые раньше были очень распространены, а теперь уже не встречаются вообще. Да, коллективный иммунитет – это однозначно. Как говорится, она не спасает от заражения, но хотя бы от тяжелого течения болезни она защищает. Как-то человек может и заболеть, но как в нетяжелой форме. Если ранее в зоне риска были пациенты старше 65 лет, то сейчас ковид распространяется абсолютно на всех. И стар, и млад – все в зоне риска. Врачи настойчиво просят донести до населения не приобретать без консультации врачей лекарственные препараты, неэффективные в борьбе с ковид. Если ранее главной причиной летального исхода являлись сопутствующие хронические заболевания, то сейчас это попытки самолечения. Муслим Ганиев, Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.